А вот и российские санкции ударили по американским супермаркетам. Это Walmart. Нету мороженого вообще здесь. То есть все, российское мороженое, видимо, было. Запретили, нету. Ну, это не мороженое. Американцы негодуют, вон ходят там. Ух. Что, колючие? Колючие. Ну что, сегодня 8 апреля. Ничего нового, в принципе, нет. Я вот немножко перестал снимать, да и вообще выкладывать на YouTube сейчас перестал уже. Месяц-два, наверное, ничего не выкладываю, как-то неохота, настроения нет. А сейчас уже что-то ритм потерял, и все, уже неохота. Ну, надо постараться, конечно. Может быть, вообще буду для себя только это делать, выкладывать, ну, не в общий доступ. Вот, кстати, $40 стоит на весь день, это аренда шезлонга. Не дурно так бизнес, $40. Я представляю, когда здесь ажиотаж, когда много народу. Это вообще офигеть. Сейчас еще будет запуск ракеты Axiom. Через 17 минут в 11:17 SpaceX будет запускать с мыса Канаверал оттуда. Будем смотреть. Не знаю, правда это или нет, но тут бетон реально 40-го года, что ли, 1940, сентябрь 7 Бетсто. Прикольно. Кто там? А что у нас тут? Посылочка мне пришла тут. Так, а что у нас тут? У нас тут тормозные колодки с 4 тормозными дисками. Вот. Посмотрим. Что тут? Оп. О, красавчики они. Отлично. Обошлись они мне в, грубо говоря, $160. Здесь комплект 4 штуки. Вот, ну что, я все подготовил уже для замены тормозных дисков. Вот, и я столкнулся сразу с первой же проблемой. Короче, я не могу насадить головку на болт. Некоторые болты как-то, ну, я не присматривался, они изначально уже стертые, слизанные, короче. И просто она не садится. На какие-то садится, на какие-то нет. То есть болты вообще какие-то старые. Вот, и вот он. Вообще его не снять, он не садится никак. Можно подзабить, конечно, ну, молоточком, но боюсь, это проблему не решит, потому что надо новые болты заказывать. Снять-то я сниму, но одевать я такие болты уже не хочу. Вот, поэтому, наверное, я не буду сейчас этим заниматься. Подожду, когда
когда... Ну, сейчас я закажу болты, и когда они придут уже. Вот первая трудность. Офигеть, какая здоровая черепаха. Первый раз такую большую черепаху вижу. Она тут, видимо, прикормленная. Мы тут сели, ждем маечку из танцев. Обалдеть, огромная. Палец отхрямкает, наверное, только в путь. Да, Ильдашка? Папа, телефон сбрось. Телефон брось. Ты упадешь сейчас. Вот что они там заныкались внизу? Вот конфетки там нашли, сидят, хоронят их. Классно? Так, сегодня 10 апреля, время уже 12 час ночи. И у меня, конечно, перед сном приспичило сейчас собирать велосипед. Фу, не занимался я им, наверное, недели две. Разобрал, короче, а собрать что-то просто настроения не было вообще никакого. Вот, но Насте надо на работу на велосипеде ездить. Она уже устала пешком ходить. Говорит, я хочу. Я думаю, блин, надо через силу ради жены все-таки собрать велосипед. Вот, начал его сборку. Вот теперь будет он с такими смешными педалями. Что-то взял такие зеленые. Думаю, прикольно будет. Это, конечно, они вообще не идут сюда, но бог с ними вообще. Вот, и я сейчас покажу одно место, где я никогда не был. Я тут разобрал тормоза. Вот, и я даже не знал, что здесь внутри подшипники, да, тоже есть. Я это никогда не разбирал. И вот это место практически 10 лет оно не тронутое. Ну и того больше еще, когда это все собирали. С того момента, как сделали эти тормоза, я их ни разу не разбирал. Вот тут, оказывается, все заржавевшее. Сейчас буду все смазкой смазывать. Вот. Вот, в принципе, сейчас тормоза поставлю, переключать. И осталось там тросики протянуть. Тормозные, переключатели. Вот, и натянуть цепь. И, в принципе, все. Вот, сидуху поставил. Ну, вот этот велосипед. Даже не верится, что на нем я проехал все дороги. Что ему уже 10 лет практически. Вот недавно только покупал его. Покупал в Чебоксарах, в магазине X... Ой, не Xterra, Trial Sport. Ну, GT, где у нас еще продаются в России, в принципе, в Trial Спортах. Вот это сама рама. Конечно, от этого велосипеда осталось только переднее колесо. Ну, естественно, передний этот диск. Ой, не диск, а обод, короче, со спицами. Там, может быть, 3 спицы только мененные. А тормоза полностью, ну, сами механизмы тормозные, передние и задние. Вот, ну, роторы тормозные. Передний, на переднем только, задний там уже совсем другое все. Вот, и все, и только рама. А остальное все мененное. Ну, расходники это естественно, но остальное все мененное. Переключатели тоже мененные, да. Угу. Все поменял.
Вот, множество наклеечек здесь. Это Гронинген из Голландии. Это откуда только здесь нет. Ну, это Экстера Чебоксарская. Это уже все. Это из Тюмени. Много наклеек уже посшибалось. Это я помню. Тут Текер Аз, Азербайджан. Рева, это Барнаул. Что-то здесь было, там не помню я уже. Там с другой стороны там тоже дофига. О, это Швеция. Не помню уже. Вспоминать да вспоминать, а вот здесь что-то. Это тоже Барнаул. Go Explorer. Это, по-моему, Владивосток. Это Mountain Bikers of Artsakh. Это Нагорного Карабаха наклеечка. Вот. Ну, дофига тут истории, конечно, этой рамы. Не знаю, сколько она еще отъездит. Но, в принципе, пока больших нагрузок на нее не ожидается. Потому что больших путешествий не собираемся пока никуда. На велосипедах, по крайней мере. Вот. Какие-то обезьяны там лихачат. Бать, я бы сейчас их штрафанул бы вообще. Как здесь по парковкам мотаются. Черные обезьяны. Так, сегодня 11 апреля, это уже следующий день. В общем, проблема за проблемой. В общем, я купил специальную головку для врезания в болты слизанные, в гайки слизанные. Вот, вытащил, да, его вытащил. Но теперь я не могу гайку вытащить отсюда. Вот, блин, у меня нету инструментария вот нужного. Все-таки плохо, когда нет своего гаража, где можно все инструменты хранить, ну вообще там собирать инструменты, покупать. Вот сейчас нету смысла в этом, потому что нету как постоянного места жительства. И вот там какого-нибудь этого, блин, тисков там нету, еще других вещей. Вот не могу сейчас вытащить. Долбил ее там вот отсюда, там не получается, она там только согнулась. Блин, я не знаю, что делать. Реально проблема за проблемой. И это я только колесо не могу еще открутить. Потом еще то ли там и будет, потому что там уже заржавевшее все. Я там заколебусь тоже это все откручивать. Жесть просто. Просто жесть. Я, короче, сейчас взял, психанул, съездил в магазин инструментов. Взял вот инструментов на $50 еще набрал. Молоток резиновый, чтобы стучать. Ну, чтобы шумно не было, а то по ушам звенит. Да и вообще по округе разносится. Америка, тут могут и полицию вызвать, сказать, что шумит человек здесь. Вот. Вот это зажим, чтобы держать эту головку хорошо. Ну, это пригодится мне. Как он называется-то? Wrench. По-русски-то. Вот и молоток. Буду эту гайку все-таки отсюда выбивать. Фу, наконец-то вытащил. И те инструменты, которые я купил, они мне вообще не помогли. Но ничего, они впереди еще пригодятся. Так, ну все. Задняя готова. Ой, эти шурупки трясутся от счастья. Вот оно. Все, ужас тут, конечно, старенький. Вот я смотрю, тут амортизатор. Предыдущий владелец, там один чувак из Казахстана, казах, походу мне напиздел, что менял эти задние амортизаторы. Но я не верю, что так за год амортизатор может, блин, ну порваться, так убиться. Ну хрен его знает. Что-то мне кажется, что он врет. Что он менял. Ничего он, походу, не менял там. Что, сейчас приступим. Будем откручивать вот эту всю историю. Да, жесть, конечно, тут. Ну, что и требовалось доказать. Блин, болт слезался вообще конкретно. Весь ржавый был. Ну, просто вообще нереально. Сейчас надо с ним воевать будет. Так, калипер я снял. Сейчас буду воевать с этим болтом.
Сейчас еще этот диск снимать, он там, наверное, прикипел так неплохо. Тут-то как раз мне молоточек пригодится. Я забыл, что долбить-то и не надо было. Просто сюда надо было болт вкрутить, и он... И диск отхерачивает. Накипший, прикипевший. Опа! Красота! Я, правда, не знаю, тут как должен крутиться он. Ну да и ладно. Ну, короче, опять мне надо в магазин инструментов ехать. Я этот болт не могу слизанный снять. Мне опять нужно, короче, купить набор головок, вот такой же многогранный, чтобы это всю байду снять. Потому что так вообще нереально его сейчас, он ничем. А снять-то его надо в любом случае. Колодки-то нужно снимать. И там стопудово там все заржавевшее. И это надо все ВДшкой, потом там все смазывать этой пастой. Короче, пиздец. Сегодня бы закончить по одно колесо тормоза сделать. Все-таки велик — это такое расслабление для организма. Вот реально отдыхаешь на нем. Когда втапливаешь, прям вообще так здорово. Как массаж. Велик — это... Велик forever. Жесть, еле вытащил его. Он там настолько закис внутри, что вообще ужас. А с этим пока проблема. То, что я купил по этому размеру, вот эту 9.16, она, короче, там настолько все слезалось, болта, что это уже егошний размер, большой для него. Надо было еще меньше взять. Надо набор таких вообще головок купить. Я что-то пока по одной взял, блин. Так что, видимо, я сегодня даже одно колесо не сделаю. Потому что, наверное, с Амазона закажу целый набор этих херни. Ну, не знаю, я сейчас не смогу его снять. Нужны головки. Врезаться прям в него надо. Да, настолько он закисший, интересно. Его вообще хоть раз меняли? Наверное, меняли, но тормоз от этого, наверное, не работал. Вот эти вот во втулках вот эти поршня вот эти, они, видимо, там просто закисли. И мне кажется, машина как будто долгое время не ездила, стояла. Иначе как вот так, ну не знаю. Его надо будет чистить, все это смазывать. Ну, в общем, работа стопорнулась, потому что нет у меня этого сета. Новый сет, в общем, сет вот с этими метрическими головками будет стоить где-то $40. Сейчас закажу с Амазона. Сегодня я уже ничего не буду делать, ну, подзадолбался. Вот, сейчас поставлю новый диск сюда. Калипер просто не будет работать, да и хрен с ним. Вот. Я уже примерно сегодня, грубо говоря, 100 потратил на инструменты только. Это не считая самих сета из дисков и колодок. Получается, это колодки $160, плюс эти, это где-то, ну, грубо говоря, возьмем $300. Но я так посчитал, посмотрел в интернете, прикинул, сколько будет стоить примерно замена всех тормозных дисков вместе с колодками. Это, грубо говоря, $500. $400-500. Это все равно намного больше, чем я сейчас вложился в инструменты. А инструменты-то останутся у меня. Вот, поэтому, если бы я отвез машину в сервис, ну, денег бы я нормально бы отвалил бы. Здесь в Америке работа очень дорого ценится. То есть сами запчасти, вот инструменты, это как бы недорого все.
сами расходники, вот, материалы. Везде здесь так. Материалы все дешевые, а вот самое дорогое, что вкладывается в эту стоимость, вообще в любую, это работа, человеческий труд. И это так вот. А в России наоборот, там человеческий труд вообще ни во что не ставится, не ценится, а материалы очень дорогие. Вот. Поэтому здесь иногда проще сделать самому все, дешевле так будет. Купить инструменты, все необходимое, сделать самому, если умеешь. Вот. Ну, и мне это интереснее, вот эти все задачки решать. Благо, у меня времени только не так много. Сейчас у Насти выходные, надо все это быстро делать. Вот. Так вот. А с другой стороны, я сейчас посмотрел на Амазоне, 2 задних калипера, вот этих тормозных, стоят $117, 2 штуки. Может быть, проще их сразу купить мне, задние калиперы, потому что, я не знаю, они в таком состоянии. Ну, понятно, что ржавчина, но вот сами канальца внутри, я не знаю, это, походу, вообще ржавые. Будет ли он работать, я не знаю. Там, чистить их так надо. Вот, вопрос, вот, не знаю, $117. Что-то неохота, хочется эти, конечно, восстановить, но они в таком состоянии уже болты. Хер его знает вообще. Так, ну что, купил я этот сет. Ну, не в Амазоне, я сейчас опять в магазин съездил, взял его за $40. Там тоже такой же сет, в принципе, за такую же цену. Вот, ну что, ничего не поменялось. Я попробовал этот же открутить, но тут настолько все слезано, что его размер не встает, а меньше, ну, слишком маленький. Вот этот вот, даже пытаюсь забивать, не получается ничего. Чуется мне, что придется покупать новые калиперы, потому что я даже этот обратно не могу закрутить. У него там резьба уже повреждена. Ну, честно говоря, вот это такой внешний вид. Ну, это ладно, внешний вид, но мне кажется, там настолько все уже закисло. Его уже снимешь и все, обратно уже не засунешь. Ну, у меня вот не получается, я его сейчас кручу, он не закручивается, вот этот вот, блин. Я вроде все правильно делаю, что там, вот, просто закручивать. Да нихера, блин. И я не знаю, честно. Что делать? Видимо, новые за $117 придется заказывать. Но это по-любому неизбежно. Тормоза мне задние нужны, потому что все это время я ездил только на передних тормозах. Задние вообще не работали. Не знаю, в чем причина была, но опять же, думаю, что там закисло все к чертям нахер, что не двигалось. Потому что когда я смотрел, нажимал тормоз, здесь что-то двигалось. Ну так вот, слабенько, но двигалось. Но суть в том, что сам диск он не трогал. Сам диск он не касался. Я проверял, там он всегда холодный был, никогда горячий не было. И он весь ржавый был, то есть не было следов соприкосновения. Вот. И, видимо, придется заказывать новый. Потому что, ну вот так вот, такие дела. В общем, весь сегодня день с утра и до, то есть сейчас ничего не поменялось. Я открутил колесо с боем. И вот, начал заниматься этим, и здесь я тоже встал с этими болтами. И я вот представляю, если бы это было бы в сервисе, мне бы, скорее всего, и калиперы бы меняли. Они бы тоже бы сорвали бы там что-нибудь, у них бы эта вся херня вышла бы. Тем более в Америке. Они бы не мурыжились, они бы сказали бы, надо менять калиперы еще. И это бы вышло бы вообще, я не знаю, может быть, под $1000. Я не знаю, как остальные калиперы. Вот в чем вопрос. Может быть, только один калипер. Потому что на вид те выглядят лучше. Я уже посмотрел. Может быть, только один этот. Но даже если я его выкручу, мне вот этот все равно надо будет заказывать. Но я не знаю, найду я ли один такой болт. Ну, 2 вот. Найду ли я его?
Но тоже один калипер не дело менять. Надо, если покупать, уж сразу два менять. В чем смысл-то их по одному менять? Один будет красивенький, хорошенький, второй будет... В общем, ладно. Сейчас буду закругляться, наверное, все это дело. И уже смотреть, что да как. Самое, что интересное, вот эту всю ебатню-то я сам себе придумываю. Машина-то едет, все нормально, как бы, свою функцию выполняет на отлично. Вот. Я сам себе придумываю, как бы, планово, это, ну, потому что надо поменять, да. Но оно работает. Ну, в смысле, что ездит. Вот. Toyota все-таки надежная машина. Вот. Вон там на новеньком диске там такой ужас стоит ржавый. Да. Но все-таки придется новые заказывать, наверное. Я думаю, не буду мурыжиться с ними. Новые заказать. А я ведь даже краску купил для этих калиперов, серебрянку. Может, для передних сгодятся. Передние, я думаю, нормально работают. Фух, доброе утро. Уже день следующего дня. Я все так же воюю с колесами, только теперь передними. В общем, осталось по болту с каждого колеса. Воюю теперь с 2 болтами. Вообще никак не хотят слезать. Просто ужас. Я не понимаю, что делать. Вот сейчас взял, раздробил вот эту херню здесь. Внутри там вообще ржавчина. Ну просто ужас. Я не знаю, как туда вода попала. Видимо, эти гайки просто лежали, не знаю, под дождем. Как вот внутри она там, вот это столько ржавчины может быть. Блин. Это трындец. Эти все снял. Ну, то есть они выкручиваются, все нормально. А вот с этим проблема. Вот уже 2 часа я воюю с 2 болтами. Не могу. Это, походу, будет самое тяжелое. Вот это просто снять колеса. Самая тяжелая часть всего. Фух, единственное колесо, вот заднее правое, беспроблемное, которое все легко снялось. Вот, так что я уже поставил везде новые гайки. Везде, где снял. Все, остались 2 гайки с передних колес. Вот здесь одно, вот это. Это оно так и было, кстати. Это не я делал. И здесь тоже. Вот это уже я сделал. Смотреть интересно. Ну что, какие у меня идеи? Наверное, надо ехать в шиномонтажку. Может, что-нибудь там придумаю. Потому что вот это я не представляю, как здесь снять. Там надо сверлить, короче, и... Ну, в общем, у меня нету инструмента для того, чтобы сейчас это мурыжиться. Головками это уже не берется. То есть там, как ни вбивай, они уже прокручиваются. Вот. Надо на шиномонтажку, там, может, что-то придумаю. Я даже готов заплатить, если что, потому что... Все, блин, и это только война с гайками. Ужас. Ужас, блин. Я вообще-то не для этого все это затевал. В итоге сейчас моя главная проблема — это гайки. Трындец. Так, время вечер. Я снял диск новый, который вот на этот суппорт поставил. В общем, сейчас ездил по делам, этот суппорт задевает этот диск, короче. Он нагрелся так, что, ну, блин, не до красна, но сильно нагрелся. В общем, я пока без него буду ездить. Если вообще буду ездить пока, пусть без диска колесо поставлю. Вот. Подожду, пока придут новые суппорта. В пятницу сегодня, что у нас, вторник, по-моему. В пятницу придут. Вот, и уже займусь задними тормозами. А завтра, надеюсь, передними уже займусь. Тут на помойке откопал свой старый диск. Ну, не прям откопал, он там лежал снаружи. Поставлю, потому что без диска-то ездить, я посмотрел, там колесо будет глубже сидеть, там и для гаек будет проблема. Ну, конструктив изменяется из-за этого.
Вот, лучше не буду рисковать, поставлю просто старый пока диск. Если уж и трет, то пускай его. Так, я тут открытие сделал. Сейчас, короче, вытащил колодки. Короче, сам поршень-то работает. Он работает. Но вот они настолько колодки прикипевшие были. Вот он выдавил сейчас эту колодку. Я ее даже вытащить отсюда не могу. Она вообще тяжело стоит здесь. Вот, но они работают. То есть сам вот этот поршень, который здесь в цилиндре, он работает. То есть, походу, это рабочий. Вот, я попробую сейчас с ним что-то сделать, вытащить, поставить новые колодки, почистить здесь все точнее, потом поставить новые колодки. Может быть, тормоза и заработают задние. Вот, а там уже будет видно, может, то что те тормоза, что придут, можно назад отправить в любом случае. Вот, попробую сейчас что-нибудь с ними сделать. Лампа, купить хочешь водичку? Водичку пить. Мне кажется, они специально так. Отвлекайся. Отпечаток. Так, ну все, добрый вечер. Вот, собственно, я наконец-то и собрал мой Cheap Travel, мою GT-шечку. Уже вот тросиками перетянул тросиками перетянул тросик. Стяжками, точнее, тросиками. Вот, все готов. Настя уже проездила на нем. Офигенно, говорит, все работает, тормоза работают. Вот, единственное, что без переднего переключателя я его вообще снял. Думаю, нафиг он нужен. Тут, в принципе, горок под Айтоне нет. Потому что тут система, которую я ставил... Не система, а точнее звезды, у меня всего 2. Я их ставил в Швеции, менял, потому что не было вообще никаких систем других. Там были отдельные звезды. Я поставил 2, потому что там средней, 3 не было. Вот, и, в принципе, думаю, нафиг не стал заморачиваться с этим. Пусть будет одна, Насте вполне этого хватит. Ну, задние все так нормально, переключаются. Этого вполне хватит. Вот, все готово, перетянул тут оплеточкой, такой приятный, хороший. Вот. И педальки. Педальки, конечно, вообще сюда не подходят, но и хер с ними. Сидушка, все отлично. Все отлично. Тормоза работают шикарно. Я их перебрал, смазал. Вообще вот прям вот как новые работают. Ну, ты не скажешь, что им почти 10 лет уже. Ну, скажешь, конечно, тут по краске. Ну, обалдеть. И, честно, и по этому велику не скажешь, что он 84-го года. Красавчик. К нему я, кстати, купил резину же. Заказал с Амазона. Вот пришла за $30 пара. Это Кенда. Вот, пока ставить не буду еще. В принципе, это ходит. Вот когда она уже совсем станет. Ой, блин. Совсем страшный. Вот я ее купил, потому что вот тут вот так вот шелушится. Но, в принципе, на конструктив резины это сильно не влияет. Конечно, тут трещины такие. Ну, пока ездят, я люблю просто все использовать до того, пока она какая-нибудь грыжа на ней не выйдет, я не знаю, пока вот она не бомбанет, вот буду до тех пор ездить. Я не люблю менять, пока это все работает. Я люблю все изнашивать прям вот на 100%. Хотя тут, конечно, американская привычка, как бы общество потребления, все дела, все это дешево стоит, можно поменять. Но я не люблю, я люблю все-таки, особенно на велике, все уже до конца использовать, чтобы ресурс прям вот по максимуму уходил. А вопрос с тормозами у машины я, конечно, еще не закрыл. Будет продолжение в пятницу, когда у меня суппорта придут задние. Вот тогда будет
принципе, там все понятно. Я же еще, кстати, купил тормозной жидкости и буду тормозную жидкость всю менять. Ну, вот, если уж менять суппорта, я что-то посмотрел, там эта тормозная жидкость вытекает, она какая-то ржавчиной наполовину в суппорте, там как кашица уже была. То есть по-любому надо тормозную жидкость менять. Вообще там надо у машины это все жидкости менять. Масло в двигателе я менял. Вот, сейчас тормозуху поменяю. Потом по-хорошему надо еще в трансмиссии менять. Вот, потом систему охлаждения, этот антифриз. Его по-любому тоже надо менять, потому что хрен его знает, когда это все менялось. Вот. Ну, руки дойдут, и потихоньку я же это все изучаю. Я вот только сейчас на практике, сталкиваясь с этим, начинаю изучать, смотрю, что, как вообще, как это все устроено. Да, это уже у меня машины никогда не было. У родителей никогда машины не было. То есть в моем детстве никогда. То есть с машинами я вообще не сталкивался. У меня не было гаража, там, где там батя, например, там что-нибудь делал. Ну, в этом плане с техникой я вот только сейчас начинаю сталкиваться. Собственной, когда она есть у меня в наличии. Вот. Ну, это интересно все. Интересно. Хоть и долго, конечно, проще поехать в сервис, но не дешевле, конечно, да. Но дешевле и интереснее самому это все делать. Так, очередной день. Очередная ебатня с колесом. Вот, сейчас мы будем этот болт выкручивать. Тут с Амазона я заказал, мне пришел наборчик головок специальных. Как он называется, этот экстра, блин, забыл. Экстрактор, во. Экстрактор, это такие головки специальные. Они как сверла, вон, с острыми гранями. То есть, получается, он врезается прям в болт, в гайку. Вот, его надо подзабивать немножко, и он уже будет, направление вот этих граней, оно такое, что он как бы закручивается в него прям. То есть сейчас попробуем. Вот этот набор $20 где-то стоит. В моем случае вещь необходимая. Ну сейчас посмотрим, как это все будет работать. Вообще на изи пошел. Прям врезался в него без всяких проблем. Вот, красавчик. Сейчас его оттуда вытулить. Прям врезался мощно, так прям красота. Вообще в легкую. И стоило столько мучиться и столько времени потратить, чтобы воевать с этими болтами, блин. Всего лишь навсего надо было экстрактор вот этот сразу купить. И все. Новые болты поставил. Ну все остальное завтра уже, когда придут задние суппорта, начну уже там менять суппорта, соответственно, задние, систему тормозную менять, ну, в смысле, тормозную жидкость, короче, обновлять, новую все заливать, прокачивать. Что там дальше? Передние суппорта буду чистить, смотреть там, смазывать, что надо. Надеюсь, не придется и передние суппорта менять. Вроде с передние-то работают. Вот, и красить их еще. И все. Ой, убежается! Папа! Пойдем, поехали. Ой, стоит. Это будет вода! Вода! Эй! Эй! Не надо так! Вот это! Так, честно! Тётя походит! Да, Он тебе помогает. вода! Заливай водой!
камни, кто кладет вас? Где? Вон там, на том берегу, на площадке. Где ты? Где мама? Ой, где папа? Где? Где папа? Где? Вон там. Папа, вставай! Ты вставай же! Папа, там сиди! Ой, Вай, молодец, слез сам. я могу, папа, я могу кататься. Давай, давай. Папа, вот все, я больше не хочу. Остановись, остановись, остановись. Ой, это остановись. Остановись. Ух, так, очередной день. Тормоза мне еще не пришли сегодня, задние. Они еще придут, может, часа через 2. Но я начал уже передние разбирать. Вот, смотреть, что как. Суппорта здесь вроде бы живые, работают. Сейчас буду менять диск, колодки, зачищать тут все, весь суппорт, красить его. Так, я вот вытащил эти, как втулочки вот эти. Там все заржавевшее, конечно же, смазки нету. Тут вообще пыльник вон раздербаненный. Сейчас, короче, я диск еще этот не могу снять. Для болтов вот здесь резьба, короче, она... Потому что все ржавое было, резьба сошла. Вот. И сейчас пытаюсь стучать тоже, пока не получается. Попробую посильнее стучать. Фух, снял наконец. Тут сколько высыпалось ржавчины, пока стучал. Стуканул он старым суппортом задним. Видите, у меня молотком резиновым без толку вообще было. Так, пришла посылочка. Вот 2 суппорта. Один я уже там поставил возле колеса. Вот какой он сочный, красивенький. Даже не скажешь, что он юзит. То есть он восстановленный, походу, прямо конкретно. Ой, красота вообще. Все клипсы. Все, что надо, здесь лежит. Болтики нужные все. Красота. Отлично. Будем ставить. Так, надеюсь, точно тот. Надеюсь, он подходит. Потому что могут и что-то другое прислать. Теперь новый прикол. Короче, к этим новым суппортам, они конструктивно отличаются. Не сильно, но отличаются.
от старых, вот, хотя размер тот же, все тот же, но колодки старые на них не ставятся. То есть вот эти колодки, ну, они новые, но они на старые суппорта хорошо подходили, здесь они не ставятся. Вон, тут даже видно, вон это ушко, насколько здесь широкое, тут узкое, ну, не подходят они, короче. Другие колодки здесь нужны. Я, конечно, вообще не знаю еще, подходит ли этот суппорт к задним тормозам. Ну, то есть подойдет ли он? Ну, подойдет, наверное. Сейчас с передними колесами закончу и вот начну потом с этим разбираться. Блин. Если он встанет отлично, то придется покупать колодки другие. Ставить. Так, ну одно колесо закончил, вроде все поставил, колодки поставил передние. Чуть-чуть подкрасил. Вот, а это, кстати, вот эта жижа, которую я слил. Болотная такая, ну прям вообще жесть. Прям зеленая. Ну вот как они отличаются. В принципе, они все одинаково. Расстояние от болтов, отверстий, все одинаково. Ну, все должно встать. Вот, единственное, что вот, конечно, не подходит. Вот этот сюда встает. Колодка. А здесь не. Здесь она немножко длиннее, нужна покороче. Вот разъем не идет. Вот, придется сейчас за колодками ехать. Короче, я посмотрел. Блин, не хочу новые покупать. Все-таки эти же тоже новые, денег стоят. Съезжу, куплю напильник. Попробую подточить напильником, и я думаю, все должно получиться. Потому что они очень близко похожи на это все. Вот, там подточить-то немного, наверное, ну, там, может быть, по 3 миллиметра с каждой стороны, да и все, она войдет. И должно все работать. Поехал за напильником. Съездил сейчас, купил напильник по металлу. Сижу, вон, точу. Тяжеловато, конечно, что-то у меня сил вообще нету. Сейчас уже. Тиски бы, зажать бы их нормально. И уже их напиливать. В руках все тяжело делать, конечно. Сегодня я, хрен знает, задние сделаю, тормоза нет. Если я одну пока так пилю долго. Металл здесь, блин, крепкий, хороший, специально для колодок-то делают. Тяжело его пилить. Ну что, уже стемнело. Зря напильником работал. Короче, офигенные новости. Они левые разные. Ой, левый и правый отправили мне разные. Правый, короче, это тот, который нужен. Вот он выглядит так. А левый они мне отправили другой. Ну, он как бы подходит, но это, видимо, устаревшая версия суппорта, и мои колодки к нему не подходят. Я посмотрел по фоткам, которые я заказывал, он не такой, он другой, мне его отправили. И, короче, я сейчас сделал возврат, потому что, ну, блин, не буду... Сейчас и напильником, ну, не подходят они. И хоть напильником пили, не пили, но не подходят. Это не то совсем. Все-таки с тормозами дело не шутки, а он все равно не подходит там по формату. Даже если он войдет, ну, не так они будут работать уже, ну, нахер оно надо. Тем более, это их косяк, их ошибка, и я делаю возврат. Сейчас буду ставить, получается, тот, который подходит, это задний правый, вот, а с задним левым также я, походу, буду ездить без суппорта пока. Буду ждать, мне придется перезаказ сделать, и чтобы они мне отправили его. Короче, без геморроя никак. Я уже когда с этими тормозами расправлюсь, вообще не знаю. Но несмотря на все это, я все равно какой-то кайф получаю, когда возюкаюсь с машиной. Какой-то ну, это отдых для меня единственный, потому что я с детьми весь день сижу, когда Настя дома, вот я там как отдыхаю, как бы это необходимость. Все равно, ну, блин, конечно, это головоломка с этими, блин, отправками, посылками, это вообще. Хорошо, я сюда машину переставил. Тут свет хоть есть, можно работать. Если бы она там стояла бы, хер бы я там что делал по темну бы. Только с фонарем каким-нибудь. А здесь вообще можно без фонарика даже. Все видно, в принципе.
Ну что, блин, поздравляю с очередным слизанным болтом. Вот, экстрактор мне не поможет, потому что у меня нету головок маленьких. Там все большие, для колесных таких болтов. Походу не смогу я сейчас его снять. Это, я не знаю, там в таком месте еще труднодоступном он. Снизу, изнутри, короче. Жесть. Жесть, блин. Эврика нафиг. Не зря напильник купил, чуть-чуть подпилил там. Пригодился напильник. Пошла. Пошла, дура. Так, ну все, осталось тормоза прокачать. И все. Так, вот последний штришок здесь остался. В общем, вот этот шланг, который задний, левый, который у меня без этого. Ого. Прикольно. По этому ободу уже ржавчина пошла. То есть он сколько там, 2 суток простоял, а по нему уже ржавчина. Охереть. Вот это прикол. Вон, это не пыль, это ржавчина уже. Классный диск. Ну, по сути, это самый дешевый, то, что я взял на Амазоне. Там, в принципе, там были такие отзывы, что типа диск вообще сразу начинает ржаветь. Ну, хер с ним. Главное, чтобы он не кривой был, вот, как старые. Вот, те уже диски повело, тормоза в руль аж бьет, короче, вибрация идет именно от тормозов. Вот, хер с ним, что они ржавеют. Вот, короче, последний штришок. Я хочу загерметизировать этот кранчик, ну, этот канал с тормозной жидкостью никак не могу. Я даже медные вставки вон там вставил, вот в болт с гайкой, короче, затягивал, как бы сильно даже не затягивал, все равно течет. Вроде он везде все нормально, хер его поймешь, короче, все равно течет. Не знаю, что с ним делать. А ехать надо, завтра уже нужна машина, поэтому я не могу с потекшей тормозной жидкостью ехать. Надо его загерметизировать, там потом прилепить куда-нибудь стяжками. Так, ну что, я проехался сейчас пару миль. Вроде все нормально. Вот. Что там можно сказать? Ну, конечно, тормозуха тут течет потихоньку. Вот, главное смотреть и подливать, благо она есть. Пока я другого варианта не вижу, пока я не поставлю здесь суппорт. Вот, это, конечно, вообще хреново без него ездить. Но ничего, тормоза все нормально работают, только немножко шумят, потому что вот эти вот скобы, короче, металлические, задевают диск немножко. Но я думаю, он их сотрет, эти скобы. Ну, главное, чтобы не скобы стерли диск. Не, надеюсь, наоборот. Может быть, пошумят немножко, пока потом пройдет это все. Вот. А так все нормально работает. Я подтормаживался уже. Все отлично. Все хорошо. И машина, по ощущениям, я не знаю, может, психологически, по ощущениям, она легче стала ехать. До этого ей как будто что-то мешало, что-то тормозило. Вполне возможно, как раз задние колеса тормозили. Я еще не знаю, вот наблюдение же, по-моему, рассказывал, что расход топлива у машины увеличился после Питтсбурга, когда мы сюда приехали. В Питтсбурге было примерно 28, показывало средний расход топлива, при том, что там горки. Мы сюда приехали во Флориду, и как-то он увеличился, я не знаю от чего. Увеличился где-то 23 галлона. Ой, 23 мили на галлоне. 22 стало, почти к 20 приблизилось. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это реально тормоза. Вот, блин, но вроде все нормально работает. Подтормаживался, можно, в принципе, ехать. Ну, за исключением вот то, что тормозуха немножко течет. Я не знаю, что с ней делать, блин. У меня уже башка не варит, я устал уже 12 час, надо спать.
Вот. Еще с этим, блин, Amazon меня, конечно, продавцы там подставили с этим суппортом, который мне теоретически подходит, но, блин, колодки, у меня жаба душит покупать колодки новые. Да и где я найду колодки, только одну пару. В основном продается сразу комплектом, либо сразу задние. Там, ну нахрен мне это нужно, это не мой косяк, блин, покупать. Они же мне не заплатят за эти колодки. Хер с ним, подожду. Меня, конечно, эта эпопея с тормозами уже, ну, реально подзадолбала. Уже хочется все это быстрее закончить, вот это одно колесо. И все, блин, и с тормозами покончено. Ну все, вроде испытания прошли успешно. По-хорошему, конечно, надо бы и передние суппорта поменять вообще, ну, для идеала сразу. Но да хер с ними, они вроде еще в нормальном состоянии. Вот. Спать теперь. Так, ну что, доброе утро, уже 4 часа утра, я все не спал. Все-таки выпиливал, я вытачивал эти колодочки. Ну, часа 2, наверное, по часу на каждую у меня ушло. Металл, конечно, очень такой плотный, специально для колодок надежный. Напильником очень долго все это вытачивалось. Вот. Но зато все встало. Вот. Осталось поставить этот суппорт все-таки. Решил не заказывать новый, потому что... Ну, не заказывать, а другой, да, этот сдать и отправить назад, чтобы они мне отправили другой, который нужно. Но, блин, у них таких уже нету. Я, конечно, не знаю, что продавец ответит. Может быть, он скажет, давай за такую же цену я тебе тот же отправлю. Но я посмотрел, у них сейчас нету. Я, короче, не стал, хрен с ним. Это все долгая история. Пока это все решится, пока все отправят. Вот, нахрен, короче, попробую поставить этот суппорт с этими колодками. Вот, посмотрим, как все это будет работать. Вот, не знаю, сейчас, наверное, не буду ставить, ничего не хочу. Утром буду делать это все. Вот. Не могу я успокоиться, я хочу добить уже эти тормоза нахер, блин, меня реально уже достало немножко. Все какой-то геморрой, то одно, то второе, блин. Начиная от этих болтов старых, заканчиваешь, блин, не то отправили. Ну, трындец просто. Столько препятствий и трудностей. Конечно, блин, проще поехать в сервис, сдать все это, но и поменять, но это будет стоить как минимум там $1000, наверное, чтобы все это проделать такую же работу, которую сделал я. То есть поменять там, приобрести, поменять, точнее, все диски, тормозные колодки, суппорта, это очень дорого бы стоило бы. Ну, а у меня где-то вышло, получается, сколько суппорта? 50, 200, 300, плюс инструменты. Ну, пусть будет, грубо говоря, $250, наверное. Ну, можно инструменты вычесть, все-таки инструменты-то остаются. Вот. Ну, с инструментами, да, где-то 250, наверное. Ой, спать все. Устал. Ух ты, тут еще разные черепахи есть. Вот одна такая, одна такая. Прикольно. Клянчу-то, он думает, что-то пожрать принес. Так, очередной день. Что, прокачиваю я тормозную систему, ставлю вот тот диск, ой, суппорт. О, потек. О. Все, думаю, хватит.
Вот, сейчас посмотрим. Вроде стало отлично, все поставил. Вот, дальше будет видно. Поставил вроде, сейчас буду тестовый заезд делать. На улице уже такая духота, не жара пока, но уже такая летняя духота. Влажность большая, уже не так комфортно на улице. Вот зимой было классно, вот буквально даже пару недель назад было здорово. Вот. Сейчас уже жарковато, то есть дома уже даже температура не такая-то жаркая, но дома все равно уже душно становится. Если на улице такая влажность, дома тем более, и уже с кондером сидим. Без кондера здесь вообще в Южных Штатах это нереально. Кондер спасает. Но у нас такие апартменты, что там такие окна стрёмные, что температуру не так хорошо он будет держать, на самом деле. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну что, воскресенье сегодня. Поехали мы в музей. Музей Art and Science. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Там зонтики есть. $25, да. Посмотрим. Мы сейчас будем смотреть шоу. Не шоу, а это представление Хаббла, фотографии, короче. Ну, там что-то будет, планетарий. Посмотрим. Тут машинки стоят. Линкольн. Ох, тут коллекция бутылок, это Кока-Кола, да? Обалдеть. Стеклянушки. Сейчас мы здесь погуляем, а потом пойдем смотреть капусту. Да, вон кока-кольные машинки. Такие прикольные вообще. Мама, я пиво не пью. Такие, конечно, машины сочные, вот эти вот американские, вот смотришь, прям такие все добротные. Ну, я ничего не говорю там по качеству, туда-сюда, но вот именно визуально, конечно, они такие прям хочется. Хочется иметь как такая игрушечная машинка, огромная. Тут гоночные машинки уже, как из этого, из Смотри, игры какое маленькое. Мафии. О, Смотри, какое маленькое. да, мечта всех детей. Мама, это я очень маленькая. Я тоже хочу такую машину. Я бы не отказалась с ней. Мама, я хочу его и только ехать. Вот кока-кольные автоматы здесь, сода. Мама, я Реально, как из игры Мафия, все вот эти машинки. Вот это, по-моему, как такси начальное. А может и нет, может похоже. Там, по-моему, не Форд был. Эдака, не тяни. Пока они еще в нормальном настроении. Старые игрушки. Ох, какой. Тут игрушки уже мы пошли. Мама, Ох ты, Винни-Пух, прям, наверное, настоящий оригинальный. Пылесборники. Ух ты. Бирд-трупер. Вот мечта всех девочек. Игрушечный. Это Ильдаркин домик, да? По размерам. Практически, да. Ух ты. Ух ты. Да, вот это мечта девочек, да? Ну и мальчиков тоже, конечно. Ух ты, капустка там, смотри, как все настоящее.
Я не Ой, это вижу Винни-Пух на капуста. этом. Я не вижу капуста. Такие все прям поиграть хочется, даже мне. Не. Ваечки-то вообще. Мама, смотри, как будто... Ну, коллекция одеял тут всяких разных. Прям какие бабушкины такие. Мама, пойдем дальше. Ой, смотри. Нет. Ох, а теперь мы в космическом секторе уже. Вау, ну красота сейчас будет. Я домой хочу все такие же. Фотки большие. Мама, Ух ты, с Луны фоточки. Вау, ух ты. Вот это красота. Ух ты. Ух ты, сейчас будет тут представление. Вот только для нас еще. Stellar remnants, nothing can escape. Even light gets trapped, making these objects invisible. Black holes attract everything that goes near them, thus increasing their mass. Matter, as it collapses onto black holes, creates an accretion disk around them as it spirals inward. In this disk, the temperature and kinetic energy are so high that the gamma rays and X-rays are generated. At the same time, strong gravitational fields create jets. Посмотрели там фильм, короче, в сферичном зале. Обалденный такой эффект. Теперь посмотрим, здесь поезда есть. Вау. Ух ты, запах реально тут железной дороги. Обалдеть. Как где? Ух ты, как здесь люксовый вагончик. Чебоксары, Москва прям. Здесь еще там сверху. Ух ты, а туда нельзя, да? Нельзя. Ой, точно нельзя? Вас нельзя, я пробовала тоже. Блин. Ой, Нельзя. ну так охота. а чё? Охота вообще. Я в поезд ездила, еще бывает. О, Texas, Луизиана. Тексас, Луизиана. Шикарно. Ты другой вагончик. То есть здесь оружие, арбалетики. Французский меч тут 1795-го.
Сейчас зашли в детский отдел музея. Тут вообще столько всяких штук прикольных, которые можно потрогать, поизучать детям. Да не только детям, нам тоже интересно. Столько всего. Там здесь африканские всякие тотемы, маски. Нигерия, Камерун. Ну вот. Что, броненосец такой огромный? Идите, улыбайтесь сюда ко мне. Вот сюда, да, иди вот в это направление. Нет, чуть-чуть левее к тебе. Да, вот, в угол идите этот. Еще сюда идите. Машите. Ох ты. Такие страшные вообще. Сейчас Ильдарка к вам придет, он вас ищет. Дак, иди туда. Иди туда, Дак. Отсюда? Иди сюда, так. Иди, малыш. Иди. Не будь как говно. Давайте убери. Не хочешь, Дак? Мы не поняли ничего. Смотри, сюда, на телевизор смотри. Сейчас мама с Ильдаркой там будет. Привет! Какие вы страшные! Заходи, Никит. Давай. Там одна. Снимай тогда. Давай. Папа, скучаете, ну и я не включай! Видно? Папа, не включай! Да, и я... Темнота вообще ничего. Так, здесь отдел всяких картин, старой мебели. Добротный такой. Серебряная посуда. Опа. О, У нас часа пробило. а что-то они спешат чуть-чуть. На 5 минут. Ага. Вот это вот шкаф. Вот это реально. Вот шкаф шкафище, да, настоящий. Это не советский комод. Тогда вот. Опять у меня невозможно. Ну, блин, из России уехать можно, а Россию, блин, вытравить из себя, это вообще нереально просто. Ух, тут рояльчик такой. Красивый.
произведение искусства просто. Не, видно прям. Хотя, ладно. Мы положили сами на плечо. Не мы туда положили на пол, и все.